если они зацелены именно работать по методологии оценки. И я с удовольствием на этой ноте передаю слово Татьяне Алексеевне. Она является руководителем национальной сети мониторинга и оценки в Кыргызстане, стояла у истоков в целом разработки различного рода стратегических документов, в том числе и для парламента методологии, для того, чтобы она рассказала, по сути, что же как бы это такое и к чему вот, ну, мы сегодня обращаем ваше внимание к нашему документу единому, скомпилированному экспертами, и хотели бы от вас хорошие экспертные мнения в целом об этом документе. Спасибо, Татьяна Алексеевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вот немножко по Нацстаткому, то есть куда у нас делалась вот эта методология удовлетворенности населения, что она входила в оценку эффективности деятельности госорганов. И в настоящий момент там в ходе вот этих всех преобразований в связи с Конституцией, изменений всех законодательств, эта методика была отменена. Но через некоторое время там спохватились и вроде бы ее должны восстанавливать. Вот. Но пока вот в такой в практическую плоскость не перешли. Поэтому, насколько я понимаю, как бы это направление у Нацстаткома пока приостановлено. Не закрыто, но, по крайней мере, приостановлено. Вот. Теперь, что касается вот у нас методологии общественного мониторинга прав человека. Из чего мы исходили? Из чего мы исходили и каким образом она должна быть, почему она устроена таким образом, как вот она есть, и почему мы так много обсуждаем вопросов по моментам входа как раз представления общественного мониторинга для государственных, ну, не для государственных, а прав человека как раз, которыми, если брать в целом, то за это отвечает государство, но помогает всячески и показывает всяческие недочеты, это как раз гражданское общество. И вот методология– это учение о методах, способах и стратегиях изучения объекта. И по сути дела права человека у нас как бы измеряются таким образом, что государство принимает международные обязательства, внедряет его в национальное законодательство и измеряет исполнение или не измеряется, по сути дела, исполнение или неисполнение. Сейчас будет. Исполнение либо неисполнение этого законодательства. Но, как мы понимаем, да, что для государства вот как бы этот уровень, как раз он является как бы основным и базовым. Общественный мониторинг не может как бы полностью закрыть эти обязательства, но он закрывает абсолютно какие-то конкретные места и должен быть включен вот в мониторинг показателей государственных органов. Вот. Но я совершенно справедливо Саруза Джалабаевна, что как раз проблемой основной является, что непонятно, куда и как используются эти результаты. Вот этот момент, этот разрыв зафиксированный, да, как бы он очень важен. Да? И у нас вот это вот построение цепочки, я не знаю, я буду очень рада, если Минюст, конечно, этим займется, да, и достроит вот эти цепочки до уровня принятия решений. Вот. Если брать мониторинг прав, то это комплекс спланированных мер по изучению определенных проблем с соблюдением прав человека или общего положения дел в этой области. Вот чтобы мониторинг был осмысленным, да, чтобы мы не просто там что-то увидели, какое-то нарушение и пошли быстренько там, начали что-то измерять, мы должны точно понимать вот эту всю картину и всю структуру вот этих, куда входит вот конкретно это нарушение. Да? То есть мы должны точно понимать, какой госорган за это отвечает. Или как бы с какой стороны за это несется ответственность, кто должен это внедрять, чего там не хватает конкретно. Усилий, допустим, ну, квалификации чиновников, возможно, да, потому что введена новая норма, еще не перешли. Потом вот эта проблема, которую зафиксировали, что госорганы, даже получая какие-то результаты мониторинга, они просто не знают, как бы с этим, что с этим делать. Это не входит в их должностные инструкции. Вот
уже обращались, и у Атыры было вот этот слайд, что мониторинг прав человека могут проводить государственные органы, национальные институты по правам человека, общественные организации, международные организации. Вот. Ну и понятно, что системный, собственно, анализ за соблюдением прав человека у нас как бы занимаются гражданские, государственные органы и институты по правам человека. Общественные организации, гражданское общество, оно предоставляет свои данные для того, чтобы как бы усилить и показать как бы те ну, моменты, которые государство как бы в силу своей величины могло не увидеть или не заметить по различным причинам. А, И в связи с этим как бы вот возникает тоже, если брать опять, возвращаться к Нацстаткому, его место здесь. Нацстатком, к сожалению, у нас измеряет макроданные. Он не занимается измерением на вот мелком уровне гражданского общества. Сама методология Нацстаткома, и если вот кто помнит, как писался доклад в 2020 году по целям устойчивого развития, основная проблема была то, что даже пришедшие организации гражданского общества с какими-то данными, их невозможно было употребить в отчетах, потому что по нашему законодательству мы можем пользоваться только данными Нацстаткома, но уровень гражданского общества, уровень методологии, которую они используют при сборе своих данных и при направлениях, он не совпадает с этой методологией. Понятное дело, что данные, собранные по различным методологиям, они не могут сравниваться. Вот. Но помимо этого мы должны точно понимать, что государственные органы работают по своему определенному по законодательству. Они не могут нарушать как бы это, если гражданское общество может, допустим, выбрать какую-то проблему, которая вот сейчас возникла и требует какого-то ответа, то государственный орган, он как бы, у него все зафиксировано в жестких должностных инструкциях, в наборе вопросов и вот по остальных таких вещей. В 2015 году, когда, вот, пример у нас по целям устойчивого развития, когда мы обратились, тогда у нас был секретариатом правительства и отдел экономики, и мы предложили им помощь как бы в проведении там работы с целями устойчивого развития. Они отбивались от нас ровно до тех пор, пока к ним не пришло распоряжение. Мы, когда как бы официальным путем обратились уже к заместителю, к вице-премьеру, и тогда через него как бы вот это вот сотрудничество было восстановлено, и, в общем-то, найден вот этот механизм взаимодействия. То есть государственный орган, если мы вдруг что-то получили, с какими-то данными пришли, он не сможет этим воспользоваться просто в силу своих должностных обязанностей. Поэтому нужно перед тем, как проводить мониторинг, нужно точно понимать вот эту сферу ответственности, сферу обязанностей и сферу возможностей институтов государственных, с чем и как они работают, на каком уровне у них сейчас стоит этот вопрос. Как бы, если он будет совершенно инновационный, то нужно быть готовым, что это вопрос, вы придете с какими-то данными, этот вопрос нужно будет еще поставить им в повестку. И только тогда они смогут с этим работать. Я буду очень рада, если Минюст у нас сможет вот как раз пробить как-то эту стену и найти место, где вот эти данные могут собираться. Вот. Если брать по уровню национальных институтов по правам человека, по вопросу, то, безусловно, у омбудсмена у нас есть и прекрасная сама по себе методология общественного мониторинга, которая, к сожалению, вот, ну, не так активно и не так ярко использует. Но, тем не менее, как бы в рамках дополнения или, допустим, в рамках предложения каких-то данных для работы вот в этом направлении, то общественный мониторинг как бы может туда предлагать свои данные, и, соответственно, омбудсмен может как бы этим пользоваться. Я думаю, что вот некоторое время назад у омбудсмена было заявлено, что эти данные как бы будут
ну, что будет организована площадка как раз обсудить, каким образом взаимодействовать с институтами гражданского общества, чтобы с этим работать. Вот. Ну, пока я не слышала о начале работы, но такая инициатива была, и я тоже надеюсь, что мы вот как бы уже выстраивая вот эти взаимосвязи не только вертикальные, но и горизонтальные, сможем как раз усилить эту работу, усилить эту тенденцию, когда мы сможем всем этим заниматься. Вот. Теперь по поводу, вот, о чем говорила Айнура, о том, что вообще мониторинг входит как бы в некоторый цикл большой управления. Да? И вот когда мы рассуждаем о данных мониторинга, мы должны точно понимать, в какой момент и куда попадает мониторинг. Ну вот если брать вот цикл управления, по сути дела, когда идет сначала идет идентификация с этих сторон, формулирование целей, предварительная оценка, мониторинг появляется уже на момент реализации. То есть мониторинг достижения целей, он становится как бы один из тех моментов, который должен наблюдаться и отслеживаться. И, безусловно, то есть это вот все к тому, что вопрос о том, куда войдут данные мониторинга, если мы понимаем вот этот вот цикл управления, если мы понимаем вот набор вот этих заинтересованных сторон, если мы понимаем, с какой стороны у нас какие госорганы за это отвечают, какие там обязательства этих госорганов входят, то мы туда и можем обращаться с вот этим мониторингом. Поэтому у нас, по сути дела, как бы вот эта большая часть по входу является такой серьезной частью по мониторингу, методологии по мониторингу. Вот. Ну и по сути дела, то есть мониторинг должен ответить у нас на вопросы, как идет достижение. Вот я выбрала цель устойчивого развития. Это один, то есть это у нас пример, да, когда гражданское общество сейчас у нас в 2025 году будет готовиться доклад, и в этом смысле все данные по как бы гражданскому мониторингу, по общественному мониторингу, они могут быть исследованы в рамках как раз проведения наших общественных мониторингов. То есть через какой-то период времени, да, то есть к середине, я так понимаю, 2025 года возникнет необходимость использования вот этих данных гражданского общества. И это будет хороший момент, если мы сейчас уже начнем выстраивать взаимодействие, взаимосвязи с организациями государственными, и мы сможем предложить им какие-то достоверные данные, допустим, уже к середине следующего года, чтобы они были использованы в отчете по целям устойчивого развития. И мы знаем, что цели устойчивого развития у нас, они напрямую коррелируют с правами человека. То есть огромное количество вот, целей устойчивого развития напрямую просто связываются с различными вопросами по правам человека. Вот. И, соответственно, мониторинг должен отвечать на ряд вопросов. И кроме этого, вот, у нас цели устойчивого развития, у нас есть прекрасный сайт, который ведет как раз Национальный статистический комитет. И по рекомендации ООН Национальный статистический комитет будет взаимодействовать, но как планируется взаимодействие, что уже не будут, как в предыдущем отчете, говорить, что нет, уважаемые, мы не можем с вашей методологией взаимодействовать, и ваши данные нам не подходят, а все-таки будет попытка перестроить, как бы найти какие-то боксы, где будут использоваться данные гражданского общества. Вот, поэтому, если вы прямо сейчас начнете в рамках вот, нашей методологии, ну, как бы разработанной методологии работать с показателями для цели устойчивого развития, то как бы это будет сразу же использовано, по крайней мере, в отчете, и я надеюсь, что этот отчет в дальнейшем все-таки получит ту рекомендательную базу, которая начнет нам менять как бы, или влиять на нашу положительную жизнь в обществе. Вот. Ну и такое общее, общественный мониторинг – это прежде всего предоставление обратной связи для власти различных уровней с населением по широкому кругу вопросов. И этот вопрос стал сейчас актуален как раз в рамках цели устойчивого развития, то есть в рамках написания отчета. Ну и сами по себе входы как бы у нас
были уже рекомендованы. Я еще один вот вопрос могу сказать, что а, институт при администрации президента, Институт исследований экономической политики при администрации президента, они сейчас формируют большую платформу для данных гражданского общества, куда также, если у вас есть какие-то данные, если есть как бы какие-то показатели, они предполагают, что как бы эта платформа будет создана, и эти данные также будут учитываться. То есть как бы институты государственные смогут обращаться на эту платформу и использовать данные гражданского общества, которые будут занесены на эту платформу. Ну и эффективный общественный мониторинг. У нас как бы он в первую очередь, то есть организации гражданского общества, когда собираются проводить какой-то тип мониторинга по правам человека, они должны точно опираться на свой предыдущий опыт. То есть ответить на ряд вот указанных вопросов, это в частности, в какой области организация имеет хороший опыт, каков размер проблемы, какой группе мы хотим помочь, какой результат мы хотим получить, какие государственные структуры отвечают за данную область. То есть набор этих вопросов позволит сфокусироваться на тех моментах, которые в самом деле помогут как бы определить вот эту болевую точку, разработать соответствующую методологию и как бы соответственным образом провести как бы высококвалифицированный мониторинг, который будет достоверным и надежным, который смогут использовать государственные органы в своей работе. Вот. Ну вот цикл мониторинга у нас, я могу сказать, что представлялся сегодня уже в нескольких вариантах, и у Искандера Байназарова будет еще один вариант цикла мониторинга. По сути дела, как бы этот набор, он представляет, он тоже представлен у нас в методологии общественного мониторинга, он представляет как бы набор примерно одних и тех же действий, которые сфокусированы на по-разному как бы скомпонованы вот эти вот, ну, как бы вот эти блоки, на которые разбит вот этот цикл мониторинга. Мониторинг, как мы знаем, осуществляется именно циклом. Вот, и должен проводиться в раз какой-то период какого-то времени. Но, к сожалению, как мы знаем, что как бы у организаций гражданского общества на проведение вот этих вот регулярных мониторингов последовательных не всегда бывают возможности. Поэтому как раз, если гражданская организация сумеет найти вот эту вот точку и просто предоставить те данные, которые как бы помогут рассмотреть проблему государственному органу, то уже государственный орган может помочь организовать уже следующий цикл мониторинга. Если данные будут достоверны, то и государственный орган сможет включиться в эту работу. Ну вот, например, с омбудсменом, когда обсуждался этот вопрос, то как бы вот они говорили, что если будут данные хорошо достоверны, то они включатся в эту работу. Я могу сказать, что вот по циклу мониторинга, вот по каждому этому пункту в методологии у нас как бы расписан как бы каждый пункт. Здесь я просто пролистаю, не буду тратить время, потому что они как бы общеизвестны, и как бы аудитория достаточно хорошо подготовлена, чтобы мы рассматривали как бы все. Но если будут вопросы, я готова ответить индивидуально. Ну и первое, что нам очень важно, чтобы мы рассмотрели объект мониторинга. Это один из существенных моментов, который как раз нам нарисует границу проведения наших исследований, да, что мы точно можем сфокусироваться на каких-то данных или на какой-то группе, на нарушении конкретном, и сможем определить там, почему и как происходят вот эти вот нарушения. Это очень важный вопрос. То есть не просто зафиксировать, а выяснить причины, почему эта фиксация появилась. Зачастую, вот если брать, как бы разделяют и объект, и предмет мониторинга, я, честно говоря, думаю, что для организации гражданского общества это ну, как бы не принципиальный вопрос. Когда мы проводим большое научное исследование, как бы вот это разделение важно, но по сути дела, когда мы проводим общественный мониторинг, достаточно просто очень четко определить, там, не фиксируясь очень глубоко на предмет это, либо объект,
просто обрисовать, как бы, с чем мы работаем, с какой проблемой и каким образом как бы она описывается, насколько она глубока, насколько она как бы ограничена, вот, и что бы мы хотели в ней, что нас в ней тревожит и для кого мы хотели бы это проделать дальше. Дальше у нас одним обязательно, когда у нас обрисован объект, мы должны точно выделить классификацию заинтересованных сторон. Мы должны разобраться, то есть почему те или иные заинтересованные стороны как бы принимают или будут принимать в ней участие. То есть чьи интересы задеты, каким образом эти интересы как бы, ну, можно удовлетворить, или, допустим, какие решения там предполагаются, и будут ли там, допустим, часть заинтересованных людей, а часть как бы негативно настроенных. Вот этот хороший пример у нас, я могу сказать, мы разбирали на ситуации с городом. Да? То есть у нас вот гражданин, он когда горожанин, и когда он идет на работу и ругается про плохой воздух, да, как бы это вот один человек. А когда человек садится за руль, а ему говорят: оставь свою машину, пройди пешком, пойди на общественный транспорт, он мгновенно становится автомобилистом, его уже не интересует ни чистота воздуха, ни все остальное прочее. И, конечно же, мы должны находить решения как бы и для того, чтобы пользоваться как бы общественным транспортом, то есть мы должны формировать те правила или те рекомендации, такую политику, которая бы удовлетворяла как бы и горожан, и автомобилистов, вводила такие правила, чтобы город все-таки, воздух в городе очищался. Вот. Ну и вот по типам классификации заинтересованных сторон, собственно, точно так же приведены и методики самой, и существуют как бы ссылки на различные другие методики, которые вы можете найти, если вам не подойдут те, которые указаны в данной методологии. Вот. После того, как вы определили объект мониторинга, вы определили заинтересованные стороны, у нас возникает вопрос о том, каким образом спланировать наши опросы, да, каким образом нам спланировать сбор данных по всем этим как бы направлениям, по всем этим опросам. И понятно, что если как бы у нас как бы различные, когда мы точно понимаем объект, когда мы точно понимаем заинтересованные стороны, мы уже сможем разработать ту методологию или те подходы в вопросах, которые нам как бы позволят получить адекватный результат, когда мы сможем получить, как бы, почему нарушается как бы то или иное законодательство. Источники данных как бы сразу у нас делятся на первичные и вторичные методы сбора данных, как их использовать, кто их будет собирать, кто их задокументирует. То есть все это входит в планирование данных. Как часто они будут собираться, сколько будет стоить сбор данных, кто проанализирует данные и готовит будет отчет по ним, кому нужна будет информация и как ею будет использоваться, в каком виде будет предоставлена информация. То есть если вы ответите на все эти вопросы, то у вас появится возможность как раз выстроить вот эти связи с тем органом, по поводу которого должны произойти у нас изменения. Вот, ну, есть доказательства, подтверждающие данные, которые нам позволят как раз определить соотношение стоимости со сложностью проведения. Да, и, ну, понятно, что есть административные записи, которые нужно просто в режиме как бы кабинетной работы посмотреть, и есть специализированные опросы или специализированные исследования, которые максимально дорогие как по стоимости, так и по сложности, и которые требуют уже такого высококвалифицированного специалиста, который либо поможет это исследовать, ну, как бы, либо вы должны будете как бы пригласить на аутсорсинг, может быть, на какое-то взаимодействие партнерское. Ну, вот по городу я могу сказать, что многие социологические организации охотно откликались и выполняли многие опросы просто потому, что, ну, как бы они тоже заинтересованы в том, чтобы жить в городе хорошо. Вот, ну, кроме этого, там существуют как бы другие виды доказательств, подтверждающих данные. Вот.
то есть мы обязательно проверяем по ряду вопросов, каким образом, то есть собираемые данные будут использованы. Следующим вопросом у нас встает один очень существенный вопрос, то есть ли индикаторы у наших, как бы у мониторинга, который может быть, да. Если мы выходим на, допустим, по законодательству, то есть законодательство, по которому проходилось АРВ, то, соответственно, там могут быть индикаторы. Вот. По всему остальному законодательству понятно, что этих индикаторов нет, и поэтому нужно искать какие-то другие данные, которые нам подтвердят там эффективность как бы их исполнения, или нам нужно будет искать и разрабатывать соответствующие инструменты, которые как бы нам предоставят доказательства о том, что оно выполняется, насколько хорошо оно выполняется, и если не выполняется, то что этому причиной. Так. Ну, вот у нас есть пример как бы из области здравоохранения, также вы можете его посмотреть, то есть начиная от ресурса, процесса, продукта, результата и влияния, то, соответственно, как бы вот предлагаются индикаторы, которые на каждом уровне могут присутствовать. Вот. И эти данные точно так же могут быть косвенно использованы в реализации либо нереализации каких-либо законов, так и в реализации либо нереализации каких-то обязательств страны, которые там оно берет в области здравоохранения. Да. Сбор базовых данных тоже у него есть определенные условия. Вот, и понятно, что как бы все это достаточно тратные процедуры, и мы должны соотнести вот эту вот тратность на проведение мониторинга и те данные, которые будут мониторингом предоставлены. Вот, ну, методы сбора данных, соответственно, количественно, качественно у нас есть. И сейчас очень широко распространяются всевозможные там данные, когда мы используем там онлайн-анкетирование, когда у нас широко используются Google инструменты, вот помимо существующих ну, в таком широком поле. Вот. Ну и, естественно, вот мы подходим, когда, ну, после сбора данных там есть еще цикл по обработке информации, по анализу этой информации, и это тоже достаточно непростые вещи, но тем не менее, как бы вот все это сходится в момент для написания отчета. То есть мы должны точно понимать, для кого и для чего пишется отчет. И, соответственно, то есть когда мы проводили планирование сбора данных, мы эти вопросы ставили, и мы к этим вопросам должны вернуться, да, то есть для кого и как мы обосновываем те данные, которые мы получили. Вот. Поэтому как бы вот советы для написания отчетов, что вы должны учитывать полностью всю цепочку, как бы начиная от планирования как бы сбора данных, к кому вы обращаетесь, по каким поводам, какие госорганы, есть ли у них вот эти вот моменты открытости, или вам необходимо там заходить туда с какими-то своими особыми требованиями. И в дальнейшем, то есть вы начинаете отчет писать заранее, вот поэтому как бы у вас будет любой момент проконсультироваться с теми как бы органами или с теми партнерскими организациями, которые проводят эти исследования. Необходимо пользоваться общепринятым стилем и терминологией. Ну, писать ясно, понятно. То есть, ну, я не буду тут, в общем-то, у нас все известны эти рекомендации. Вот, но когда мы пройдем полностью по ним и посмотрим на свой отчет вот, с точки зрения советов написания отчета, то неожиданно оказывается вообще очень много открытий. Так, у нас точно так же есть расчет стоимости мониторинга. Для общественных организаций, то есть как бы это ну, обычно достаточно серьезная вещь, потому что, как ни странно, это все очень тратные у нас вопросы. И приводится вот расчет стоимости мониторинга, то есть есть специальная табличка, которые самые простые, то есть там не углубляясь далеко, но простые мониторинги, можно с ними осчитать, по крайней мере, прикинуть достоверно
некоторые расходные статьи, которые потребует ваш мониторинг. Ну и очень важный момент – это принятие решения по итогам мониторинга прав человека. Это вот как раз здесь у нас приводится нацстатком и опросы. То есть если мы хотим использовать данные Национального статистического комитета, и это возможно, у нас достаточно как бы открыт Национальный статистический комитет, больше того, у нас есть такая статья, как «Открытые данные». При этом Нацкомитет достаточно широко консультирует по различным вопросам, ну, как бы вот предоставляет эти данные, и многие данные мы можем ими просто пользоваться, можем консультироваться, обращаясь к ним. И они должны подкрепляться, в общем-то, теми или иными опросами. То есть сбор данных может быть по как бы различным типам. То есть мы можем брать данные НСК, можем как бы брать данные различного другого типа, можем дать данные о фиксации. Ну, допустим, у нас был опыт, когда пообещали быстро построить дом, и общественная организация просто приходила раз в неделю и фотографировала, на каком уровне находится строительства. То есть это тоже один из вариантов сбора данных. Вот. В дальнейшем как бы на уровне анализа и выводов необходимо проводить обсуждения вот как бы с теми партнерами, которые работают с вашей сферой. И, безусловно, вот рекомендации, которые направляются государственным и муниципальным органам, то здесь точно так же планировать, какой результат вы хотели бы получить. Да, и, соответственно, как бы вот мы не просто передаем отчет, а как бы мы предполагаем, что по результатам этого отчета что-то случится. Вот у нас был удивительный, конечно, пример. У нас Министерство труда и соцразвития, у них есть государственный социальный заказ. И они раз в какой-то период времени по поводу этого государственного социального заказа проводили мониторинг. Раз в 2 года у них точно проходил. Самое интересное, когда мы просмотрели, у нас вот пригласили тоже помочь им посмотреть, мы обнаружили, что у них по результатам мониторинга, то есть мы за 6 лет просмотрели мониторинг, у них там везде была такая статья: усилить взаимодействие организаций, исполняющих гранты, с ответственными ведомствами Министерства труда и социального развития, как в центральном министерстве, так и на местном уровне. Это было трижды повторено во всех отчетах. То есть отчеты были достаточно хорошо квалифицированно выстроены, но тем не менее как бы вот такое как бы несрабатывание, я вот опять обращаюсь к Розе Джаваевне, что у нас вот это вот как бы момент, что делать с данными мониторинга, то есть как на базе этих данных, это отдельный вопрос, и я очень рассчитываю как раз на помощь Министерства, института работающего для усиления эффективности деятельности Минюста, чтобы мы нашли вот этот способ, когда обучить государственных чиновников тоже делать с данными вот этих мониторингов. То есть вот здесь вот слайд специально этому посвящен. Ну и если брать целиком, вот как бы из чего состоит методология, то есть вот у нас есть законодательные основания и то, что рассказывала Атыра, да, то есть есть моменты, когда у нас сейчас описаны все те государственные органы, муниципальные органы, все то законодательство, включая там международное, куда может обращаться неправительственная организация. Потом у нас есть вот методика, и я ее рассказала, которая вот ну, сейчас, каким образом она устроена и что с помощью нее можно проводить. Но у нас есть еще третья часть, по поводу которой у нас расскажет, будет следующий доклад, и который как раз покажет уже более детально. То есть эта методика достаточно общая. Но следующая методика как раз будет в привязке вот этих вот тематических областей проекта. Это гендерное равенство или гендерные вопросы, это вопросы экологической среды, это вопросы защиты прав индивидуальных пользователей. И все это вместе, как бы собранное, мы рассчитываем, что оно даст вот как раз инструмент для изменения в социальной среде. Потому что как бы это будет некоторая замкнутая совокупность, которая, в общем-то, предоставит инструмент организации гражданского общества,
сотрудничестве с государственными органами и накопив вот этот вот положительный потенциал, как бы начнет изменяться все-таки и социальная среда в том числе. Вот. Ну и через какой-то период времени, я надеюсь, что у нас сформируется как бы вот, все-таки национальная система мониторинга и оценки, когда у нас с одной стороны, со стороны государственных органов будет запрос, когда у нас со стороны гражданского общества будет квалифицированный ответ, то есть у нас как бы будет тот уровень профессионализма, когда мы сможем предоставлять данные, ну и как бы за какой-то период времени нам нужно дорастить вот институциональный потенциал и индивидуальный уровень для более широкого как бы использования этой методологии. Спасибо. Ну, это та же самая, ну, в смысле, похожая картинка, только другая. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Да, вопросы, коллеги, у кого будут вопросы, пожалуйста, сейчас Сардор, а потом вы, да? Спасибо большое, Сардарбек Абдухалилов, адвокат. У меня вопрос к эксперту. Скажите, пожалуйста, ну вы частично коснулись этого вопроса. С учетом ваших наблюдений, существуют ли реальные механизмы или платформы влияния на госорганов, чтобы они использовали результаты мониторинга? Это вопрос насчет результативности или эффективности мониторинга. Спасибо большое. Ну, честно говоря, я сталкивалась с одной ситуацией, когда гражданское общество в сотрудничестве как бы с международными организациями обращаются к обязательствам, которые уже приняло государство. Тогда в самом деле происходит, ну вот я говорю на примере цели устойчивого развития, что когда индивидуально мы обращались в правительство, то пожимали плечами и говорили, что мы будем делать, нам непонятно. Когда поступило, когда в рамках наших обязательств по исполнению цели устойчивого развития мы начали как бы писать, и перед государством встал вот этот вопрос, да, что оно как бы должно исполнять, то вот в этом месте как бы вот это начинает работать. То есть государство начинает исполнять обязательства. А, ну, другой вопрос там, что как бы насколько долго это продолжается у нас. То есть, но, по крайней мере, на тот момент у нас были очень оптимистические взгляды. И, честно говоря, я в рамках вот, отчета, который предполагается писать в 2025 году, у меня есть тоже такое предположение, что мы все-таки сумеем усилить вот это сотрудничество между государством и гражданским обществом и найти вот этот потенциал изменений. Так, еще вопросы? Тогда вам и потом Азамат, да? Ну, в принципе, тот же вопрос практически, да, прям, что предыдущий докладчик говорил. А есть какой-то шанс, что попали, допустим, вот эти вот мероприятия в стратегию, национальную стратегию развития? То есть на сегодняшний день пока, на мой взгляд, такого нету, потому что непосредственно с правительства идет национальная стратегия развития Кыргызстана. И есть ли шанс, что результат, допустим, мониторинговые и так далее, они пойдут, ну, могут помочь в разработке плана государства? Спасибо. Ну, практически тот же вопрос, но немножко сбоку, да? Спасибо. Сказать, что вот этот вопрос о методологии общественной оценки государственных услуг, да, то есть он же тоже возник вот ровно из того, что вообще у государства очень много вот этих вот вопросов по взаимодействию гражданского общества и государства. И вопрос, как нам его обустроить таким образом, чтобы как бы это замкнулось, да? То есть когда мы идем не с конфронтацией, а мы идем как бы в помощь усилению тех как бы обязательств, которые государство уже взяло. Вот в этом случае начинает что-то работать. Да? Если мы приходим как бы с тем, что государство как бы говорит, ничего не знаю, извините, да, у меня нет этого поручения, то в этом, ну, как бы не работает. Но если мы находим вот это обоснование, каким образом мы помогаем или каким образом наши данные помогают исполнять обязательства, да, или что нужно такого сделать, ну, понятное, да, в понятных ресурсах, в понятных функциях, то каким образом показать как бы рекомендации, которые сможет осилить государство, то это работает. Ну вот, в частности, по поводу услуг,
То есть я знаю, что Академия управления проводила общественный мониторинг, и хотя он был как бы, ну, первый, и не все там было чудесно, но тем не менее Министерство экономики как бы откликнулось, отдел, который занимается услугами, как бы он включился, и как бы они пытаются сейчас совместно эту ситуацию поменять. Ну, мы все время знаем как бы наши ситуации с цонами, да, когда много народу, когда там суета, когда там вдруг вводят изменения, оно оказывается негативным. Они его убирают, да, а мы, граждане, все время ругаемся, да, и не видим вот этих вот попыток, да, вместо того, чтобы помочь какие-то моменты разработать, да, мы говорим, оно нехорошее. Вот если отойти от этой практики и попытаться работать в каком-то конструктивном ключе, как бы вот это негативно, но если мы сделаем раз, два, три, да, который, ну, подтверждая это данные, да, то произойдут изменения, то вот как бы вот такая стратегия, как, ну, так скажем, бывает рабочей. Спасибо.